Крючок за крючком клубок нити превращается в изысканную корзинку. Волшебство это вполне осязаемое и, что важно, доступное любому, кто захочет им овладеть. Впрочем, желающих освоить такое рукоделие в этой мастерской собралось немало. Амина Цачуева была в числе первых, кто записался на мастер-класс. Я думаю, это и для души, и для дальнейшего пригодится, потому что всегда полезно узнать что-то новое. Казалось бы, обычное вязание крючком. Процесс, наполненный теплом дома, превращающий в руках бабушки обычные нити в шарф или свитер. Именно такие детские воспоминания позволили Марете Шадиевой создать свой бренд трикотажных корзин и проводить вот такие мастер-классы. Она учит детей, как правильно держать в руках инструмент, какой материал лучше использовать и как соединить нить, чтобы избежать торчащих швов. Здесь шов, я даже сейчас не могу сказать, где он есть, то есть здесь использованы бесшовные соединения. Это смотрится более эстетично, и какой бы стороной мы корзинку не поставили, нам не нужно следить за тем, чтобы шов был на невидной какой-то стороне. Вот именно сейчас это и есть бесшовные соединения. То есть мы сейчас соединим начало и конец нашего ряда, и будет совсем незаметно. Член Ассоциации ремесленников Ингушетии объясняет, за красивым изделием помимо практики стоит немалый теоретический багаж знаний, который девочкам также предстоит освоить на ее занятиях. С официальным открытием мастерской в Доме культуры они будут проходить 3 раза в неделю, отдельно для взрослых и маленьких. Мы будем плести корзиночки, но помимо этого мы хотим включить сюда декупаж. Декупаж различных вазочек, чтобы были задействованы дети, прививать интерес детей именно к переделыванию своими руками. Впрочем, создавать вазы своими руками здесь начали еще осенью. В свободное время воспитанники и работники ДК собирали сухоцветы, злаки и прочую растительную красоту, которая и послужит материалом для занятий кружка флористики. Не вижу, чтобы у нас это было там не то чтобы развито, вообще где-то делали цветы из сухоцветов, а на самом деле сегодня это очень модные и востребованные букеты, они так называются, букеты-комплименты, да, я, например, часто иду куда-то, и мне хочется именно вот такой симпатичный букетик из сухоцветов, или букет просто, или же в вазе, да, оформленные сухоцветы, вот мне очень самой нравится, и я надеюсь, мы сможем делать именно такие букеты, которые мы в последующем, может быть, будем не просто выставлять там, да, делать, дарить друг другу или показывать, но и продавать. Найти себе занятия по душе в мастерской смогут и мальчишки. Магомед Алицуров, например, уже может похвастаться своим творением. Самый юный член Ассоциации ремесленников Ингушетии вместе со своим товарищем собрал башню-светильник из подручных средств. Материалом служили обычные фанерные доски и дерево. Мы брали ветки и мелкой наждачкой все точили. Вот даже видно отсюда, мы как бы камни делали. Вот камни. Вот. Ну, держится вся конструкция на термоклее и вот маленьких гвоздиках. Вот лампа. И она расположена наверху башни. И эта лампа питается от 12 вольт, ну, ее сейчас подключали на 220. И там надо или плату, или что-то поставить, чтобы она не могла... Если много стоять, она будет включенная на 220, она может или взрываться, или от нее дым пойдет, и она больше не включится. Начиная первое занятие, в студии ребятам устроили мастер-класс по индийской вышивке. Она выполняется люневильским крючком, на который нанизывается бисер специальными нитками. Работа настолько завораживает, что дети плотно окружили мастера. Такие дела, они не идут просто там тоже по видеоуроку, там именно важна вовлеченность, важно найти человека, который этим давно занимается, чтобы просто человек, у которого уже есть опыт, он тебе изначально объяснил, какие материалы тебе нужны будут. Потому что иногда, когда ты вот долго по крупицам, по видеоурокам это все делаешь, это идет слишком долго. Когда тебе нужно было только задать пару вопросов профессионалу, и он бы тебе за 2 секунды это все разъяснил бы. Расширить кругозор и привнести в деятельность Дома культуры что-то новое – основная цель открытия творческой мастерской. Как надеется руководство ДК, полученные здесь навыки они в том числе могут применять и для дальнейшего финансового развития. Жарадат Хулхоева, Майрбек Мержоев, Новости 24.